Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на октябрь 2020 года для стрельцов. Посмотрим, что ждет вас в этом месяце. Карта месяца выпадает семерка чаш. Это начало месяца, середина месяца и окончание месяца. Замечательно такой получается время для вас. Это у нас отношения, это работа, деньги, здоровье и итог месяца. Подсказывать будем из цыганской колоды. Итак, у нас выпадает семерка чаш. Карта эта многозначная, для кого-то она будет означать исполнение желания. Давно-давно что-то задумали, и вот начинает исполняться. А для кого-то это будет означать выбор. Выбор между партнером, допустим, подходящим и неподходящим. Выбор между деятельностью. Выбор между даже добром и злом. Да, может быть, будет какое-то искушение у стрельцов в этом месяце. Семерка чаш – это у нас карта больше всего связана с прошлым и с отношениями. Да? Допустим, был какой-то партнер, который обидел, и вы никак не можете простить, и, может быть, хотите взять реванш, стараетесь ему что-то доказать, или, может быть, обиды, которые были в прошлых отношениях, мешают создать новые отношения. Или, может быть, последствия какие-то с места работы, с прошлой, да, допустим, что-то там у вас не получилось, и вы как-то, может быть, разуверились в себе. В общем, нужно обязательно в этом месяце подвести итоги и проанализировать, что же на самом деле у вас произошло в той сфере жизни, которая вас беспокоит. Анализ просто необходим для того, чтобы вы могли двигаться дальше, потому что вас постоянно это прошлое держит. И, кстати, когда мы о чем-то думаем, особенно негативно, мы же вызываем это снова в своей жизни, да, то есть привлекаем к себе те же самые события или похожих людей, и поэтому нужно с этим разобраться. Если же здесь у нас никаких проблем нет, то будет карта отыгрываться как исполнение желаний. Первая часть месяца у нас туз мечей. Карта, которая говорит о том, что нам будет дана такая сила мысли, такие какие-то хорошие идеи, возможности, может быть, контакты какие-то придут к нам, да, которые могут полностью нашу жизнь изменить, в новом направлении ее перенаправить. Это может быть для кого-то решение, допустим, познакомиться. Может быть, долгое время вообще вы были в одиночестве и не хотели никого видеть, ни с кем общаться, а тут вдруг появляется такое желание. Может быть, здесь будет какое-то предложение по сделке, да, и вы будете решать, надо, не надо, какие-то документы можете оформлять, можете давать согласие на какую-то важную процедуру. В общем, очень много вещей, которые могут происходить, то есть жизнь ваша может обновиться. Причем здесь будет очень сильная такая ситуация, которая вас заставит что-то в жизни менять. Решимость какую-то проявить, настойчивость. Середина месяца – это у нас паж жезлов. Это мы показываем себя с лучшей стороны. Мы завоевываем чье-то доверие. Мы стараемся оказаться такими, какими нас хотят видеть другие люди. Может быть, здесь, конечно, мы и перегибаем палку, да, может быть, мы здесь больше стараемся для других, чем для себя, но, возможно, это необходимо, да, показать как-то себя, зарекомендовать себя, создать себе репутацию, какое-то имя себе создать. В общем, это такой период демонстрации себя, скажем так, и это очень важно. И в конце месяца выпадает карта звезды, то есть мы действительно заслужим то, к чему стремились. Это карта исполнения желаний, это карта, когда мы действительно для многих людей являемся кумиром, когда мы
соответствуем тому образу, который пытались создать себе. Да? Для кого-то это может внешности касаться, это может быть диета, сброс веса. Для кого-то это может быть достижение в профессии. В общем, все, о чем вы мечтали, может сбыться. Кроме того, эта карта еще очень часто связана с недвижимостью. Кто-то покупает недвижимость где-то вот в таких чистых регионах, да, где вот нет загрязнения окружающей среды, или еще какие-то тут вот у нас мечты исполняются. Очень часто карта связана с заграницей, очень часто карта связана с предсказаниями будущего, да. Может быть, действительно вы будете вот прям предчувствовать то, что в ближайшее время произойдет, и карта очень хорошая для того, чтобы верить себе, да, и действовать вот согласно своей интуиции. В отношениях выпадает карта влюбленные. Карта говорит сама за себя. Будут очень хорошие взаимоотношения, любовь, желание, как бы, чтобы партнер был счастлив, да, не только я сам. В общем, здесь у нас действительно очень хорошее время для отношений. А для тех, кто в поиске партнера, вот это новый партнер как раз, причем неожиданно совершенно. Для тех, кто в паре, восьмерка червовая. Но карта как раз чувств, карта романтики, карта желаний, да, вот когда мы действительно вот и сами готовы одаривать близкого человека, и от него ждем того же. Вот из-за того, что мы ждем и от него того же, здесь могут быть какие-то там сложности, да, может быть какие-то недомолвки, недоговоренности, обиды или еще что-то в этом роде. Но это все быстро проходит, потому что вот общее такое настроение, вот любовь, романтика, забота и так далее. Может быть, в этом месяце вы будете посещать какие-то мероприятия, связанные с творчеством, с искусством. Это могут быть концерты, это могут быть картинные галереи. В общем, здесь вы будете очень на такой вот возвышенной волне находиться. Для тех, кто в ссоре, дама трефовая, скорее всего, у вас новый партнер появится, новое знакомство, и вы не захотите уже мириться. Скорее всего. Если же ваш партнер вам так дорог, то вы, скорее всего, будете кого-то просить, чтобы вас помирили, да, чтобы помогли вам помириться. Работа. Выпадает рыцарь мечей. Это время, когда нужно очень много успеть, осуществить обязательно какие-то свои планы, достичь своих целей, какую-то идею воплотить. Может быть, много поездок каких-то коротких. Это и просто каждый день в поездках, или, может быть, это командировки. В общем, здесь много документов, много разговоров, много почты и так далее. То есть вот такая, может быть, суета. И карта всегда рекомендует обязательно по плану жить, чтобы все успевать, ничего не пропускать. Для тех, кто в поиске работы, вот здесь как раз находится работа по вашей профессии. Но работать, скорее всего, здесь будет нужно много, да, то есть такая полная занятость. Для тех, у кого уже есть работа, десятка бубновая. Но карта как раз говорит о том, что у вас будет что-то новое открываться, какая-то новая возможность будет открываться в деятельности. И, скорее всего, ваш опыт профессиональный пригодится, но вы будете, наверное, еще чему-то дополнительно учиться, либо передавать будете сами опыт, сами будете обучать. Но, в общем, в любом случае здесь вот какие-то ситуации вот с изменением. Может быть, инструкции, которые вы выполняете у себя на работе, по которым вы действуете, да, может быть, документы какие-то нужно будет переписывать, или, может быть, большое количество документов, которые нужно проверить, да, тоже вот такое вот может быть. А для тех, кто своим делом занят, дама трефовая. Карта говорит о том, что будет, скорее всего, какое-то разочарование в деятельности, но это и хорошо, потому что это даст вам возможность действовать, может быть, в новом направлении. Также, скорее всего, вам придется подумать, вот благодаря вот этой ситуации, которая создастся, будет возможность какую-то новую идею вот реализовать, и это вам принесет успех.
Очень хорошая карта, правда, через трудности, да, здесь это будет. И еще здесь, скорее всего, будет человек, который может действовать против вас в своих интересах. То есть нужно быть очень внимательными с людьми, даже близкого круга, да, могут, в принципе, и мошенники, допустим, телефонные мошенники могут здесь как-то воздействовать на вас, да, или, может быть, это люди, вот, которые с вами работают. В общем, какие-то манипуляции тут могут быть. Финансы. Дама жезлов. Карта говорит о том, что денег будет приходить достаточно, будут приходить и за сделки деньги, и за выполненную какую-то работу, за какой-то проект. Могут приходить деньги просто как подарки, как выигрыши, как какие-то поощрения. Для тех, кто на зарплате, шестерка трефовая, но здесь, скорее всего, будет и какое-то как бы порицание, которое выразится и в финансах, да, то есть как-то, может быть, даже и какую-то часть могут снять денег, зарплаты, да, за какую-то ошибку, за какой-то промах. Ну, вот здесь вот проверки у нас есть тоже, да, вот может быть в результате проверки что-то вот здесь не понравится кому-то. Это как плохой вариант. Но есть возможность и просто перейти на новую должность, допустим, да, и там будет совершенно другая зарплата, или перейти на другую работу, допустим, на прошлой работе вам выплатили все, а вы на новую работу выходите, и пока что, ну, месяц приходится ждать, да, то есть перемена такая, то есть вроде бы деньги и есть, вам выплатили на прошлой работе, а здесь еще пока что, ну, вы не получали, то есть вот может быть такой промежуток в финансах. Для тех, кто своим делом зарабатывает, семерка бубновая. Карта говорит о том, что, скорее всего, либо вы будете удешевлять свои услуги, либо распродажу какую-то устраивать для того, чтобы вот привлечь большее количество людей. И вот за счет количества сделок вы можете увеличить доход. Здоровье, семерка мечей. Для здоровья эта карта хорошая, потому что она говорит о том, что ваш организм подстраивается под ситуацию, привыкает, может быть, к новым погодным условиям или старается как бы найти резервы в себе, да, чтобы вот выздороветь. А также эта карта, вот семерка мечей, говорит о том, что нужно обращать на знаки, которые вот дает вам ваш организм. Но очень часто мы к себе не прислушиваемся. Но вот в этом месяце нужно это сделать обязательно, потому что ваш организм будет сам вам подсказывать, чем вам питаться, чем вам заниматься, какую активность проявлять. То есть вот слушать организм нужно обязательно в этом месяце, даже если вы даже если у вас есть какой-то определенный стиль жизни, возможно, вам придется в этом месяце его поменять, потому что организм вам будет сигналить, и нельзя их игнорировать, эти сигналы. И по итогу месяца выпадает девятка чаш, карта, когда к нам приходит удача, когда у нас вот исполнены наши желания, и мы сидим просто в кругу своей семьи или вот в том месте, где нам приятно, и наслаждаемся жизнью. То есть мы поработали, мы заработали и теперь имеем право на отдых, на расслабление, на какую-то красоту, на приятности и так далее, на хорошее общение. Очень хороший месяц для стрельцов выпадает у нас. И желаю, чтобы все самое лучшее для вас было. Всего вам доброго, до новых встреч!